Современные технологии – это не только гаджеты и мессенджеры для общения. Это еще и безопасность окружающей среды. Сегодня с помощью глобальной сети стало возможным повысить эффективность тушения лесных пожаров в несколько раз. Информационно-аналитическая система с незатейливым названием «Лесные пожары» была разработана в 2013 году. Сегодня жюри конкурса «Проф-IT» признали этот ресурс лучшим для мониторинга и прогнозирования лесопожарной обстановки. Информационная разработка коми-специалистов для предотвращения пожаров используется также в Архангельском и Пермском крае. В системе ЯС «Лесные пожары» можно посмотреть статистику по любому пожару. Нажав на его иконку, можно получить карточку пожара со всеми его характеристиками. Информация обновляется в режиме реального времени, доступна в любой момент. На территории республики установлены камеры и метеорологические станции, фиксирующие температуру воздуха, количество осадков и силу ветра. Благодаря этому удается спрогнозировать возможное возгорание. Если пожар происходит вблизи населенного пункта, система оповещает об этом, благодаря чему пожарные могут спланировать тушение так, чтобы огонь не перекинулся на жилые дома. Автоматическое установление площади возгорания и сложности тушения повышает эффективность пожаротушения в несколько раз. Сейчас специалисты знают заранее, как долго продлится тушение, сколько огнеборцев отправлять и какую именно технику нужно брать. Как только появляется, скажем, возможное возгорание, еще он не подтвержден, то мы уже сразу же видим его дальнейшие, скажем, характеристики распространения. То есть появилась термоточка, она еще не подтверждена, но мы видим, что это, скажем, на беломошнике, видим, на какие площади он может распространиться, и начинаем реагировать. И в том числе откуда? Доступность. Видны наличие дорог, и начинаем сразу же, получается, реагировать, будь то это будет авиация или же наземным путем. Профессия пожарной – одна из самых опасных. Тушить языки пламени – дело очень сложное. Трудности начинаются еще в пожарной части. Когда поступает сигнал о возгорании, пожарный должен подготовить себя и машину к выезду. А это надеть специальный огнеупорный костюм и проверить технику на исправность. И все это в максимально короткие сроки, чтобы как можно быстрее доехать на место происшествия. Ребята справляются, а вот мне, новичку, понадобилось только 15 минут, чтобы правильно надеть костюм. Для борьбы с огнем в природных условиях выбирают более легкий костюм. Пробираться сквозь густую чащу в нем намного проще. Кстати, это лето стало наименее пожароактивным за последние 69 лет. Для дополнительного мониторинга пожарной обстановки в пользование летчиков введено мобильное приложение. Воздушный десант использует планшет или телефон для фиксации горящего леса. Координаты местоположения очага моментально передаются в систему, а оттуда в ближайшую пожарную часть. Степень горения и сложность тушения пожара устанавливается системой автоматически. Вот до чего дошел прогресс. Мы из версии к версии систему совершенствуем. Второй год подряд у нас реализованы функции по сбору и предоставлению метеоданных. В этом году систему мы запустили в промышленную эксплуатацию на новой платформе, импортозамещенной платформе. В этом же году мы разработали модули моделирования пожаров. Это и по методике МЧСовской, и по западной методике, которая включает в себя больше параметров и позволяет смоделировать направление пожара в соответствии с некоторыми признаками метеоусловиями, лесонасаждениями. В ближайших планах внедрить систему в районы, не граничащие с нашей республикой, например, в Челябинскую или Кировскую области. Все для того, чтобы привлекать средства по мониторингу и ликвидации лесных пожаров как с их, так и с нашей стороны. Согласия пока нет, но переговоры ведутся. Евгения Кладкевич, Дмитрий Ведерников, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.